Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телеканала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас». И один из нас сегодня, который, безусловно, я считаю, вызовет интерес у той части нашей аудитории, которая привыкла думать, привыкла говорить хорошо, привыкла мыслить красиво, да, это Анна Фомина. Я привык к ее прежней фамилии Миронова, поскольку мы оба являемся, скажем так, не старожилами, но долгое время отдали прекрасному этому явлению, которое называется республиканское телевидение. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо, что не ветеранами. Старожилы — это окей. Это хорошо, это на самом деле хорошо, потому объективно 35 лет, скажем, на телевидении, это, наверное, какое-то моральное право дает. У тебя, безусловно. У меня-то перерыв был большой. У тебя перерыв большой, но все равно ты никуда из этой сферы, скажем так... Из сферы говорения? Говорения не отходила. Не отходила. Да. И мы сегодня хотели поговорить как два редактора госмедиа, которые обязаны, скажем так, прислушиваться к тем или иным тенденциям, тем или иным трендам, которые задаются, еще раз, нашими работодателями. Да? То есть, если государство финансирует в определенной степени медиа, оно диктует какие-то условия, какие-то задачи. Согласны с этим? Да? Да. Последнее время у меня ощущение такое, что государство, есть же выражение такое, государство плохой собственник, да? Есть выражение. Допустим. Да, пытаются там, скажем так, вывести какие-то крупные учреждения, фирмы, компании и так далее из собственности государства, и в частных руках оно более эффективно будет работать. Но государство в последнее время пытается наверстать определенное имущество, когда данное ей право распоряжаться определенными средствами граждан активно начинают пользоваться совсем не государственной структурой. Да? То есть частники, которые превращаются... И мы не говорим о мошенниках, мы говорим о той части наших сограждан, которые продают либо покупают что-то. Да? Потому что в сфере, скажем так, у нас, если в советское время была торговля продуктами, промтоварами и товарами хозназначения и так далее, сейчас вот эта сфера, она расширилась до невозможности. То есть продают все, начиная от видов лунного пейзажа, заканчивая какими-то умениями, навыками, скиллами, которые, возможно, человек овладеет по истечении какого-либо курса. Мы говорим об явлении инфобизнеса. Почему Анна Фомина? Потому что, будучи вашим персонально коллегой, редактором, администратором в одном лице, да, я очень часто сталкиваюсь с неведомыми мне людьми, которыми ты кратко характеризуешь. Представитель инфобиза. Да, ты решил меня призвать к ответу. К ответу, да. Что же такое инфобиз и чем оно на самом деле, какая часть ее может быть интересна нашим честным согражданам, и как отличить все-таки представителей приличного инфобиза, да, от, скажем так, не очень хороших людей, у которых стоит одна задача – выманить как можно больше средств из сбережений наших друзей, родственников, близких наших. Да? Давай, мы сегодня хотели поговорить вот на эту тему. Согласна с этим? Инфобиз? Что такое инфобиз? Я думаю, что это своевременно очень. Вообще об этом надо говорить, конечно, потому что если, допустим, поверхностно судить, то начинается вот это вот деление. Они все инфо-цыгане. Да? Всех под одну копейку отправили. Слово не ты произнес. Да. Ты в мой адрес его произносил, поэтому за кадром. Я его просто в кадре озвучила. Инфобиз — это новое направление предпринимательской деятельности, которое привело с собой развитие интернета. По большому счету, вот так, если коротко. То, что касается разделения, это очень правильно отделять одно от другого, потому что в любой сфере, в любой деятельности, где есть возможность заработать деньги, всегда появляется кто-то добропорядочный, а кто-то недобропорядочный. И поскольку сегодня инфопредпринимательство — это сфера такая только формирующаяся,
только вырабатывающая какие-то регулятивные даже нормы, то, соответственно, есть злоупотребление, есть факты злоупотребления, и мы все знаем, что такие факты имеются. Другое дело то, что, наверное, все-таки надо очень четко разделить вот эти два понятия. И нам с вами предстоит, мне кажется, сформулировать вообще критерии. Кто такой добропорядочный инфопредприниматель, скажем так, тот, который действительно может принести пользу, тот, который действительно может дать то, что обещает, и кто такой недобропорядочный. Мне кажется, в любой профессии есть, да, вот всегда можно разделить вот на эти две категории. Правда же? Не знаю, слесарь может быть добропорядочный, может быть недобропорядочный, потому что на самом деле он не может сделать то, что обещал, пытается изображать, тратит наше время, потом берет деньги и исчезает, например, не доделав работу. На каждом шагу такое, к сожалению, присутствует, поэтому инфобиз — это не исключение. Я согласен, мы живем все в эпоху рынка, да, и зарабатывать деньги каким-либо способом. Можно же продавать посещение, скажем так, клубов по интересам. Да. Тут есть членские какие-то взносы, они там весело проводят время и так далее, публикуют это в соцсетях. При этом вот учредитель вот этого клуба, который на личном вот этом своем успешном успехе, там, на личном бренде и так далее основываясь, зарабатывает эти деньги, в принципе, к ней никаких вопросов. Единственный вопрос, платит ли она налоги вот с этого, да? Да, конечно. Единственный вопрос. Но смотрим другое явление. Вот есть парочка моих знакомых, которые стали вдруг астрологами. Так, что не так с астрологами? Астрология — это не наука, хочу сказать. Специалистом по фeng-шую. Да? То есть сейчас мы смотрим в направлении то, что, еще раз, наше государство, да, оно считает не в интересах, чтобы граждане увлекались такого вот рода вещами. Ну, смотри, вообще, если говорить про государство, то государство в таком случае должно предложить что-то другое. Идеологию. Может быть, идеологию, может быть, какой-то центр психологической помощи. Что-то другое, что поможет людям снизить уровень стресса, который они испытывают. И это всегда логично, это всегда объяснимо, это всегда связано с переменами, с турбулентностью, с ощущением нестабильности и, соответственно, с повышением уровня тревожности. То есть, на самом деле, если мы говорим про бизнес, если мы говорим про предпринимательство, то инфобиз — это все-таки бизнес. Да? А в бизнесе спрос рождает предложение. Поэтому больше-то вопрос вот именно про а почему люди вдруг захотели объединяться в клубы, готовы платить за это деньги? Почему они сегодня не довольствуются просто разговорами с подругами на кухне? Почему недостаточно поговорить, например, с любимым супругом вечером, да, чай попить, обсудить, что тебя беспокоит? Почему вот эти потребности не закрываются? И мне кажется, здесь гораздо глубже вопрос, чем просто, что вот кто-то придумал и начал продавать несуществующих розовых пони. Продавать можно стараться все, что угодно. Но весь вопрос в том, насколько долго продавать, насколько успешно продавать. И вот то, что мы видим, показывает, что люди гонятся за мечтой и готовы покупать розовых пони, какую-то мечту, иллюзию стабильности, иллюзию уверенности, какие-то иллюзию наличия гарантий и даже иллюзию того, что я могу чем-то управлять. Вот я пойду, сделаю себе расклад Таро, да, и мне покажется там классная карта, я ее себе сфотографирую, и когда мне тяжело, я буду на нее смотреть и думать о том, что... А предсказано там мне было гораздо лучше, конечно, чем... И это будет меня поддерживать, понимаешь? Вот тут, мне кажется, такой момент больше. То есть это больше торговля иллюзией уверенности, я не знаю, видишь, я не знаю, потому что я сама не астролог, я сама не вот так глубоко. Я не только про астрологов. Так глубоко не погружалась вот в эти все вещи. Но люди, которые этим занимаются, насколько я знаю, они истово верят в то, что это работает. Они сами верят? Они сами верят. Ну, я надеюсь, что верят. В всяком случае, я не видела ни одного такого, который бы мне вот подошел и сказал, это все ерунда. Нет, да? я Просто предполагаю, ты мне что деньги все-таки заплати. там из 5 человек там один
циничен в достаточной степени, чтобы сказать, это все, извиняюсь, фуфло, да, но это приносит мне бабки. Все, значит, я должен этим заниматься. Слушай, вот я таких не знаю, честно. Возможно, они есть. Ну, везде есть такие люди. Это первый момент. Во второй момент есть просто такое явление, как психологически не очень здоровые люди, которые, ну вот, величайшие обманщики какие-то, величайшие мошенники. Потом в итоге доказывается, что они не очень в себе. Да, люди с раздвоением личности, которые придумывают какую-то теорию, потом сами в нее верят, искренне верят, да, и начинают вовлекать в эту теорию других людей. И это же такой эффект толпы. Я не могу точно объяснить этот феномен. Я думаю, любой психолог сможет, ну, который занимается вопросами там, вот этого социального опыления, да, психологии толпы и так далее. Я думаю, есть сегодня исследования, которые могут это пояснить. Просто я в этом не эксперт, поэтому я могу только предполагать, что это так может работать. То есть мы не можем скинуть и этот факт со счетов. То есть такое тоже есть. У нас с тобой был совместный опыт, скажем так, продажи воздуха, да, то есть мы я, кстати, не считала, что я продавала воздух. Нет, ну считай, это же не конкретно не участок земельный, не продукт из дерева, да? Это инфопродукт был. Это инфопродукт, да. Просто два человека с большим опытом нахождения, скажем так, в условиях, когда на тебя смотрит камера и так далее, просто предлагали свои сценарии, как более-менее естественно вести себя, когда на тебя смотрит камера. Да? Было такое. Я согласен. И ты очень много лет преподаешь вот замечательный курс, который называется «Повелитель слов». Да. Я просто в восторге от того, что и как это ты преподаешь. У тебя уже там энное количество выпусков. Я считаю, что при немного большем оформлении каких-то формальностей, да, у тебя может появиться некий курс повышения абсолютно. Квалификации, да, для тех же лекторов, педагогов, тому подобное. Они просто могут сказать, вот я посетил курсы Анны Фоминой, мне полагается сертификат государственного образца, который мне выдается по завершении вот этого курса. Согласны? Да, конечно. Но у нас же как бы не все такие, как ты, Анна Александровна, да, а у нас очень много курсов там успешного успеха. Я вот помню, что я оскорбилась первый раз, когда я тебе... Что общего между Блиновской и тобой, да? Ты сказала, я не продаю марафона счастья. Я продаю конкретный курс, который называется... Конкретный навык. Публичное выступление. Согласна? Да. Да. И мне абсолютно не совестно от того, что вот я был частью вот этого вот момента, потому что я как режиссер, как телеведущий... Я работаю в этой обстановке, Конечно. когда на тебя смотрит не то что одна камера, 18 камер смотрит. Как работать со светом, как работать с видео, да, как работать с ракурсами, это все, конечно, это же знание. Тем более в эпоху, когда каждый сам себе режиссер, продюсер, оператор, стилист и тому подобное. Да? Меня вот удивляет еще больше то, что называется личный бренд. Да? Я знаю, что это очень такое двоякое определение, потому что личным брендом могут назвать и все, что угодно. Да. Помню, как ко мне подходил один из основателей якутского IT-сегмента, да, и говорил, вот я хочу вот развивать развиваторство. Ну, как миссию свою, как да? Миссию я свою, буду да. развивать есть, людей. У меня больше возможностей сейчас, я хочу это донести до большего количества людей. Нормально. Еще раз, если такие умные ребята, да, которые делятся опытом, да, не делятся, берут на вооружение такие вот технологии, да, и в конечном личного счете бренда и так далее, опытом. да. Я не считаю, что это что-то зазорное есть, но почему-то у меня стойкое ощущение, что развитие личного бренда – это что-то из инфо-цыганщины. Ну, потому что, я же говорю, потому что ты все хочешь положить на какую-то полку. В твоей парадигме, возможно, восприятия мира, пока вот этой полки с приличным названием нет. Ну, назови это не инфо-цыганщина, а инфопредпринимательство, например. Я пытаюсь. Я уже год пытаюсь. Да. Сопротивление какое-то, да, это вызывает? Нет, ну, такое, оно уменьшается, кстати. Так и в итоге вопрос по личному бренду какой? Что личный бренд да нужен куча только для народу, того... ну, посмотришь на них вроде бы, да, ну,
что вот вы из себя представляете? Я понимаю, когда старушки, да, проработавшие 50 плюс лет педагогики, как у моей мамы, да, вот, Да. есть куча собеседниц, которые делятся опытом. Их в свое время не признали, им в свое время не отметили, они делятся с себе подобными. Это нормально. Это нормально. Конечно. А когда- Это естественный, я бы сказала, это естественная эволюция профессионала. А чем может делиться 25-летняя девица? Ох, ну, как Кроме она? как? Не знаю, чем. Чем-то делится же. Но опять-таки, вот от того, что мы их осуждаем, это явление, оно само по себе не пропадет. Кроме того, нет сейчас регуляторных никаких инструментов, опять-таки. Ну, пытаются вроде принимать сейчас какие-то законы по регулированию, но когда это будет принято? А запретить людям, особенно если их продукт пользуется популярностью, понимаешь, тоже никто не может. Вот так вот просто прийти и сказать: я тебя презираю, ты там инфо-цыган. Да? Он скажет: сам ты инфо-цыган, и будет прав. То есть вы вот так вот друг друга пооскорбляете и разойдетесь. Да, а вот когда очередной, скажем так, торговец иллюзией скажет, основываясь на вековых, тысячелетних там опытах черной магии и так далее, таро и всем подобное. Так же и говорят. А это же деструктивно. А государство сейчас говорит, деструктивизм исключить из нашей жизни. Ну так государство пусть тогда принимает регулирующие какие-то функции. Не может государство принять, потому что очень много, я говорю, потому что государство предложить ничего, к сожалению, пока не может. Вот сколько у нас центров психологической помощи? И их на самом в деле море. республике. Ага. О скольких о них вы знаете? Вот если ты не человек из сферы журналистики, который по профессии положено вот это все знать, сколько людей знают, что если мне плохо, если мне одиноко, я могу куда-то обратиться и решить этот вопрос? Нет, конечно. Он лучше будет сидеть, скроллить ленту, бац, да, вот, это ты во всем виновата, в тебе просто мало женственности. И поэтому давай, заходи на мой марафон, мы будем с тобой ее прокачивать. Понимаешь? Человек покупает иллюзию. И опять-таки, как правило, не в претензии же люди. Почему? Потому что там Они очень добровольно. важно... Добровольно. Почему? Потому что настроение повышается в это время, потому что тебя поддерживают, потому что есть комьюнити, потому что есть люди, которые в такой же, как ты, ситуации находятся, ты на них смотришь и думаешь: я не одна такая, не очень одаренная, которая чего-то не понимает. Нас таких много. Как можно запретить людям? Никак. Можно только предложить альтернативу. Альтернативы, к сожалению, пока нет. Но опять же окунемся, скажем так, в недавнее прошлое. Да? Вот я говорил, что государство может предложить взамен, идеологию какую-то. Да? В советское время идеологий было много. Да. Было много. Кстати, Были вот эти... коллективные ценности были. Это Ну, было и важно. тогда были колдуны, ведьмы, гадалки и прочее. И тогда были. Да, и религия тогда была все равно. То есть, а религия — это же что, по высказыванию одного из вождей, да? Опиум для народа. Для чего это надо? Это опять-таки для чего? Для того, чтобы успокоиться. У человека есть потребность в этом. Иначе много Стресс разорвет его, да? тысяч Иначе. лет назад люди бы не придумали религию. И главное, религия же никуда не девается. У нас тут уже мы собираемся на Луне, жить на Марсе, да, колонию осваивать, но при этом все равно у нас четко религиозное сознание, абсолютно никуда оно не делось. Мгм. Вот ты сказала, что государство должно подменять, не подменять, а заменять какие-то Ну, вот вещи, предлагать предлагать альтернативу, какие-то альтернативные вещи. и так Если государство в этом заинтересовано. Мне кажется, пока вот не могут предложить, поэтому пока закрывают глаза и типа: окей, развлекайтесь. Вот как будто бы немножко такое есть, нет? Вполне, потому что, еще раз, чтобы люди, скажем так, не сильно чистые на руку предлагали, да, то есть какие-то телефоны 5G, которого не существует пока, какие-то там супермази и так далее, и все это на пирамидальном, скажем, принципе, да, до поры до времени никто из представителей власти же просто не
не прилагает никаких усилий для того, чтобы разобраться самому. Ой, ребята, а там не пирамида ли происходит, да? А там не уход ли от налогов происходит и так далее. И вот, а когда выявляешь, что все-таки да, уход от налогов, да, это пирамидальная система, нарушение финансовой, скажем так, дисциплины, вот тогда начинает шевелиться, тогда начинает а-та-та делать всем тем, которые... Ну как шевелиться? Начинается образцово-показательное линчевание. Ну вот это шевелиться ты называешь? Мне кажется, нет, это акт запугивания просто. Ну, типа, мы ничего... Чтобы другим неповадно ну, было. Да. Угу. Идите и платите налоги хотя бы, да, хотя бы. И продолжайте пилить свои марафоны. То есть, если ты налоги оплачиваешь, то как будто бы можно. То есть вот ситуацию с этими блогерами на российском, скажем, инфопространстве ты так оцениваешь, да? Платите налоги и делайте, что хотите. Ну, мне кажется, так, а им же так и говорят. Им вас основное вменяют, потому что им ничего больше вменить не могут, закона нет. Единственное, что да, ну ты налоги хотя бы плати, совесть имей, делиться же надо. А причем это же, ну опять тут есть еще такой идеологический момент, мне кажется, да, это показная роскошь, которая, а наши люди в булочную на такси не ездят. На такси не ездят. Угу. На Феррари тем более. Конечно. И здесь вот колоссальная подмена идет, колоссальное зомбирование. На них люди смотрят, особенно совсем-совсем юные, неокрепшие, и им кажется, что это же легко. Так же надо жить, это же норма моя, норма жизни. И начинают предъявлять эти требования к окружающим, к реальности. А реальность не в состоянии соответствовать. Поэтому тут вопрос гораздо глубже, чем просто вот он непорядочный человек злоупотребляет. Тут все на все влияет, мне кажется. И это вопрос, на самом деле, к нашей с вами честности с самим собой. Я вот это для чего делаю? Ну, для чего я это делаю? Да, вот там карты раскладываю, астропрогноз себе заказываю. Для чего? Ну, если это вот просто, чтобы сегодня, сейчас успокоиться, ну, честно же, честно. Почему нет тогда? Посмотрели расклад, а там завтра тебе суженый выпадет на Мерседесе. И это даст мне что? Уверен, надежду. Да. Есть другой путь. Можно поститься, там, причащаться, можно воцерквиться вообще. Тоже будет что? Покой будет. И ощущение того, что я хорошая, я все делаю правильно. Это просто вот как-то реальность не очень соответствует. И есть сегмент, скажем так, информационного поля, да, который не предлагает отдавать деньги. Да. Появляются странные персонажи, типа вот, помнишь вот этот водочный магнат, который в шапке-пирожке ходит, в больших очках Том Форд, ездит по Дубаю на лакшери автомобилях и улыбается. Улыбайтесь, да. Да. Он же ничего не просит. Вот, что у него, вот какая у него потребность такая, что он... Ну... А вот личный бренд как раз. Личный бренд. Он ничего не просит, а сейчас ему все предлагают. Он предлагает рекламные интеграции и так далее, и так далее. Такая история была, тоже завирусился же один бортпроводник. Да? И его начали везде на интервью приглашать. Летуаль с ним огромную кампанию запустила, что-то там еще. И он начал что делать? Лекции читать даже. Спикерить начал. И когда он рот открыл, люди массово в нем также разочаровались. Вот это обратная сторона пустого личного бренда, который вот он создается как картинка, как фасад, как декорация, скажем так. Как пузырь. Как пузырь, если хочешь. Ну, это же тоже такая, мне кажется, время все раз. Я в этом смысле вообще не склонна к панике. Я когда наблюдаю, мне иногда так забавно становится, ну, просто... Вот если мы с этого начали, по поводу того, что мы там старожилы, ветераны и так далее, вспомни, сколько личных брендов, сколько вот этих пузырей, сколько звезд зажглось вот только на твоем веку. Я много наблюдала. И когда за этим ничего нет, и когда за этим внутренних опор нет, когда за этим знание, понимание того, кто я есть вообще, на что я имею право, на что я не имею права, где моя зона ответственности, где другая. Когда вот этого нет, так оно и сдувается очень быстро. Это очень больно, правда. Иногда бывает так, что люди, вот эти личности, они просто сгорают вот в огне вот этой публичности. Поэтому скороспелые истории про личный бренд, мне кажется, это очень опасно, и это то, о чем я тоже стараюсь довольно часто говорить.
в рамках клуба, допустим, своего, там, в рамках дискуссий, которые мы проводим. Почему? Ну, потому что ко мне приходят люди чаще, очень часто с запросом: мне нужно сформировать личный бренд, поэтому мне нужно научиться красиво говорить. Всем же понятно, что если ты хорошо говоришь, то ты можешь внушить все, что угодно про себя. И это инструмент. Речь — инструмент, публичное выступление — инструмент. А для формирования... Не только, вообще. Это один из инструментов формирования личного бренда. А личный бренд — это инструмент, который позволяет потом монетизировать. Вот если ты привел пример, это очень классный пример. Как его? Александр Анатольевич, по-моему. Николай Анатольевич. Да? Да. Я даже не знаю, я не подписана. Ну, то есть я вот просто наблюдаю. Василенко, да. Вот. Да. Водочный магнат, кстати. Это любопытная деталь. Может, у него грехов стоит сильно много за душой, что он часть грехов пытается вот этим количеством улыбок, скажем так, заманить. Ой, не знаю. Но сам факт, то, что вот сейчас он же продвигает личный бренд не водочного магната, а вот конкретно персонажа определенного в определенной соцсети. Да. И, соответственно, там его образ жизни, его отношение к жизни, его философия жизни. И таким образом он продает личный бренд. Вот подожди, полгода пройдет, и мы увидим, что он начнет выступать на площадках в качестве спикера, будет явно говорить про мотивацию, про самоорганизацию, про тайм-менеджмент, историю успеха 100%. Книгу потом напишет, скорее всего. Вот так работает личный бренд. Я уже не говорю про вот эти вот интеграции рекламные, про контракты продолжительные, многобюджетные. И ему вообще не обязательно продавать там за 3000 рублей кому-то один какой-то онлайн-курс. Слушай, а как же Панда? Он же ни слова не произносит. А Панда красавчик. Панда исключение вообще. Он ни слова не произносит. Панда — это, как это называется, эффект? Черный лебедь. Черный лебедь. Вот то, что настоящее, то, что невозможно просчитать, оно, конечно, самое устойчивое. Вот Панда Саха, мне кажется, это вот примерно такая история. Он же это делал, вот просто делал. Какое-то было, возможно, у него было... Ну, я не знаю, я с ним не разговаривала, к сожалению. Надеюсь, как-нибудь поговорю, хотя, говорят, он интервью не дает. Но мне кажется, что там мотивация была просто искренняя потребность вот это делать. Ему так нравилось, и он это делал. Не тогда, когда берется технология, штурмуется, крутится, вертится, прилаживается, обкатывается, потом обтачивается, потом еще раз обкатывается. Это другая история. Вот то, что идет искренне. Почему? Потому что человек не может этого не делать, в котором есть энергия, в котором есть любовь к тому, что ты делаешь. Вот это другая история совсем. Жизнь дает огромное количество инфоповодов, которым можно делиться с миллионами людей, как показывает образ Вячеслава, да? И это, если это не наносное, если это не надуманное, не надутое, не насиликоненное и так далее, это всегда будет иметь... Конечно. Отзыв в сердцах у читателей, даже, да? Они читают, они видят, они реагируют, они ставят положительные отзывы. Это на самом деле хорошо. Теперь поговорим как редактор с редактором. А как нам отделить вот то, что неправильное инфопредпринимательство, а где правильно? Ну, нет неправильного или правильного вообще. Есть попытки. Вот бывает же так, что человек зашел, попробовал, и вот просто наблюдать. Да? Пару лет попробовал, сложно, не идет, и у человек выгорает на этом. Если он занимается не своим, если у него нет глубокого знания, если у него нет глубокой любви вот, к предмету, к людям, вот, к тому, что он делает, скорее всего, он перегорит, и все. Поэтому не брать только загорающихся, например. Пусть они там еще порастут, а мы понаблюдаем. Да? Приглашать, например, если ты говоришь про то, кого же можно приглашать и с кем имеет смысл разговаривать, того, кто давно уже на плаву. Потому что долго продержаться на плаву, на мыльном пузыре, ты же понимаешь, что это невозможно. Как и везде, на самом деле. То есть, если ты начинаешь предлагать ипотеку, там, скажем, искусственно заниженными ценами там, и так далее, все равно, когда они, правда, истина всплывет, и... Поэтому, вот смотри, вот инфобиз, он вроде бы новое явление, но в старом мире.
Поэтому законы, мне кажется, работают абсолютно. Законы старого мира. Старого мира. Да, старого мира. Законы публичности, они едины для всех. Если в публичность, неважно, это инфобиз, телевизионная журналистика, я не знаю, еще что-то, когда ты в публичность заходишь и заявляешь, вот я есть он, например, да? Очень быстро все видно. Публичность не терпит, как бы это правильно сказать, не терпит лицемерия. И так же было во все времена. Да? То есть, Абсолютно. абсолютно. То есть Цицерон, он, когда жил, Конечно. прошу прощения, да, был же властителем умов, и влияние имел огромное. С ним, с его мнением считались и сильные мира сего, и простой народ, и я считаю, что вот если приводить историю успешного успеха, так это его, по-моему, да? То есть с применением технологий информационного предпринимательства. Абсолютно. То есть он полностью монетизировал все свои умения. И это в древнем Риме, 2000 лет тому назад. Да? Да, Микеланджело такая же история, абсолютно. Вот во все времена чуть-чуть меняются инструменты, чуть-чуть меняется интерьер, скажем так. Все. А законы работают все те же Инструменты. инструменты. Да, то есть, вот смотрите, если... Ну, я имею в виду, что тогда онлайна не было, сегодня онлайн есть. А все остальное то же самое. Наш с тобой общий знакомый, Егор Карпов, у него есть замечательная фраза, он говорит, сильно много дремучих людей получили возможность стать ньюсмейкерами. Да. Поэтому тяжело. Да. Сейчас тяжело. Вот настоящим тяжело. Конечно, потому что раньше была одна кнопка на телевизоре, и попробуй туда попади. Чтобы туда попасть, ты должен такой пройти отбор колоссальный, чтобы туда добраться просто. Добраться, а закрепиться — это отдельная страшная история. И понятно же, что там естественный отбор. А сегодня каждый смартфон — это уже источник вещания, своя точка вещания. Ну и, соответственно, тут отбора такого нет. Поэтому появилась куча, если грубо говорить, то куча шлака, из которого только мы можем выбрать по-настоящему ценные. Мы сами. Мы сами. Каждый для себя, человек, конечно. каждый человек. И в этом смысле даже сегодня соцсети имеют замечательный инструмент. Да? Искусственный интеллект вам подбирает ленту по вашим запросам, по вашим предпочтениям. Вот что вы смотрите, то вы и получаете. Что вы смотрите, то у вас и в ленте интересное для вас или актуальное. И это тоже очень сильно про характеристику себя. Про ленту вообще у меня очень двоякие ощущения. Мне даже иногда кажется, что я в свои года начал подвергать теории заговора, да, потому что стоит мне подумать о чем-то, это появляется у меня в ленте. Да. Иногда бывает такое. Страшненько, да? Вообще, еще раз, вот этот смартфон, который ты только что вознесла на вершину пирамиды, он же двоякий. Он портит зрение однозначно, объективно. То есть за счет выгорания, скажем так, сверхяркости и так далее, можем попортить себе зрение. Да? Он может отвлекать во время вождения транспортного средства. Давай начнем с того, что он не просто зрение портит, он мозг портит людям. Мозг портит, когнитивные функции проседают все. А вот эта вот история про легкий дофамин, это вообще страшно. Мы же все сидим на этой игле. Поэтому да, мы можем с тобой сейчас накрутить, а люди в панике от нас с тобой уйдут. Нам это надо? Нам с тобой это надо, но еще раз, это же это как гигиена. Да? То есть есть смартфон, замечательный инструмент, в котором есть замечательный познавательное видео, как починить, допустим, вентилятор, не кстати сломавшийся летом на даче, да, и есть какие-то, тот же Darknet, где какие-то нехорошие вещи предлагают. Да? Поэтому фильтровать все, если все через себя пропускать, только мы сами можем определять для себя, что для нас деструктивно, а что для нас... Абсолютно. Я же говорю, честность с собой прежде всего, осознанность, понимание точно, чего я хочу, к чему я иду, и соответствует ли это моим целям. Я могу сидеть, скроллить 24/7 и тупеть натурально. Или я могу использовать, допустим, те же самые возможности, которые дает нам современный мир, действительно для развития. И в этом смысле вот инфобиз, он огромная палитра всего, и там действительно можно найти все, что угодно. Можно действительно очень важные знания обрести
вот просто нажатием кнопки какой-нибудь курс по искусству, например, да, искусствоведческие. Ну, как вот, ну, нет возможности у меня там третье высшее получать искусствоведческое. Ну, дай куплю качественный курс какой-нибудь от Третьяковской галереи. Да, почему нет? А это все есть. Поэтому четко разграничивать надо. И самое важное, мне кажется, здесь говорить об ответственности каждого, об ответственности меня передо мной, а не то, что «ой, мне впарили, меня обманули, меня втянули, меня заставили, мне навязали». Чуть-чуть критического Но мышления. могут же совершить информационное насилие, да, то есть, но это немножко уже другая тема, это да, чуть-чуть но другая это тема. немножко другая И тема. это возможно. И это Вообще всё все возможно. возможно. Давай, вот, да, все Давай, возможно. вот, да, вот на этом завяжем, да, вот на том, что курсы от Третьяковки, вот будем на них равняться, да, а не на курсы, скажем так, за 25 тысяч от некой... А вот видишь, это же каждый что ищет. Вот что человек что ищет? И человек ищет волшебную таблетку, типа вот я такая несчастная, расскажи мне, как быть счастливой. Это так не работает. Так не работает. Пока ты не поднимешь пятую точку, пока ты не начнешь работать, пока ты не начнешь стремиться, пока ты не начнешь вот просто глаза отрывать от скроллинга, ленты, от зависти, от вот вожделения того, чего у тебя нет, пока ты не начнешь ставить цели, разбивать ее на подцели и на каждую точечно работать, никто за тебя это не сделает. А до тех пор, пока существуют люди, которые ищут волшебную таблетку, всегда будут находиться люди, которые будут продавать эту волшебную таблетку. Вспомни «Философский камень». Зато вы как в фильме «Матрица. Выбор», да, либо синяя, либо красная. Абсолютно. Абсолютно. Что выбираешь ты? Да, давайте на этом мы закончим с сегодняшней нашей гостьей. На самом деле замечательным человеком, замечательным лектором, методистом, преподавателем замечательных курсов по публичным выступлениям. И еще раз, с недавних пор она официально уже наша коллега, редактор государственного телеканала «Якутия-24» Анна Фомина. И закончить я хочу... Буквально очень короткий вопрос. Вот как у тебя блицы есть, да? Да, давай. Смотри, лента, вот которую ты скроллишь, и ты замечаешь, что на 90% она состоит из негатива. Кто-то кого-то убил, кто-то кого-то ограбил, кто-то кого-то... Это намеренно делается или нет? Нет, у меня такого невозможно. Я не подписана на негатив. Я пропускаю негатив, я его не смотрю. Поэтому у меня нет негатива. Если вдруг такое появляется, я понимаю, что это я где-то нагрешила. Видать, зашла куда-то, что-то посмотрела, и надо потерпеть, надо туда не ходить. Но ведь паблики же все этим грешат. Ну вот поэтому я не подписана на эти паблики. Замечательный рецепт счастья от Анны Фоминой. Не подписывайтесь на паблики, тем более на якутские. Которые не соответствуют вашим целям жизненным. Зачем? Живем?